Иван Спиридонович Жараев, один из видных деятелей кинематографии республики, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, кавалер ордена «Знак почета», награжден медалями за доблестный труд, ветеран труда, почетными знаками Общества монголо-советской дружбы, отличник кинематографии СССР, почетный кинематографист России, ветеран кино Якутии, награжден многими почетными грамотами ЦК профсоюза работников культуры, Республиканского совета профсоюзов, Президиума Верховного Совета ЯССР, Государственное собрание Ил-Тумен и многими благодарственными письмами. Имя Ивана Спиридоновича Жараева занесено в книгу почета Якутского киновидеообъединения. В знак благодарности от города ему установлена памятная доска на здании кинотеатра «Центральный». Иван Спиридонович родился 10 февраля 1935 года в селе Харула Ленинского района ЯССР. Мы испытали и что такое военное детство, это да, послевоенное, наше детство, юность, почти у нас детства, юности у нас не было. Так, ну и во всяком случае мы одновременно мы стали, получили образование, сами, как сказать, вышли в люди, так, нас заметили. Мы стали с ним, я очень рад, государственно-общественными деятелями. В 1944 году он поступил в Харулинскую семилетнюю школу. После окончания ее учился в Мархинской средней школе, которую окончил в 1954 году. Самые искренние слова благодарности Ивана Спиридоновича обращены к педагогам. Нас учили замечательные учителя. Это прежде всего директор школы, преподаватель математики Никифор Николаевич Григорьев. Он привил любовь и уважение к учебе. На уроках мы соревновались на скорость решений задач, что помогло в дальнейшей учебе в институте не чувствовать отставания от выпускников школ Ленинграда. Как правило, после занятий в школе мы обязательно собирались в читальном зале библиотеки и делали уроки. Это приучило нас к порядку. Мы подтягивались, много читали и не хотели отставать друг от друга. Память сохранила образы высокообразованных, интеллигентных, добрейших душой учителей и воспитателей интерната. Эту школу всю жизнь вспоминаю с благодарностью. Когда встречаюсь с одноклассниками, теперь уже старики и старушки, на сердце становится тепло-тепло. После окончания средней школы, взяв направление в Ленинградский институт киноинженеров, поступил на специальность инженер-механик по киноаппаратуре. В первое время было трудно учиться. Сказывалось недостаточное знание русского языка. За 5 лет учебы ни разу не приезжал домой. Не было средств на дорогу. Нужно сейчас догадываться, как мама скучала по мне. Анна Семеновна после смерти мужа в 1943 году одна воспитывала 4 детей. Женщина, не знавшая ни одной буквы, нас наставляла, чтобы мы учились. Учебу считала благом, важным, жизненно необходимым. Это было ее отличительной чертой, да и всех женщин того времени. Верный заветам матери, Ваня Жараев постигал науки кинотехники и военного связиста. Во время каникул в институте работал на заводе и зарабатывал на зиму. Много помогали представительства Якутии и правком института, предоставляя путевки в дома отдыха во время зимних каникул. Это помогало поддерживать силы. Тогда в домах отдыха хорошо кормили. Осенью, иногда и летом, работали на уборке урожая в Ленинградской области. На 3-м курсе рубили кустарники на Карельском перешейке, где он был бригадиром. За успехи в работе Ленинградский обком ВЛКСМ включил его в состав делегаций студенческих отрядов и направил на экскурсию в Москву. Институт окончил в 1959 году, с отличием защитив диплом по теме «Высадочный станок для изготовления зубцов Грейфера копировальной аппаратуры». На выпускном вечере было сказано много теплых слов со стороны однокурсников и со стороны преподавателей. Ректор института, профессор Сергей Михайлович Проворнов, отметил: вот Ваня Жараев из далекой Якутии отказался от престижного места распределения, мотивируя тем, что он приехал из Якутии и поедет только туда на работу, хоть на какую должность. Помню, впервые я встретил его очень худым, утомленным с дороги, прямо с вокзала,
небогато одетым, плохо говорящим по-русски. И он замечательно окончил институт, много был занят общественной работой, дисциплинированный, обязательный. Желаю тебе, Ваня, плодотворной работы, всех благ и счастья. Эти слова профессора на всю жизнь остались в его памяти и до сих пор окрыляют. А престижным местом была работа – аэрофотосъемка в конструкторском бюро. Это было связано с космонавтикой. Однокурсников Володю Полякова и других, согласившихся на это распределение, сразу взяли на военную службу, присвоив им звание лейтенантов. Теперь они генералы. Но дороже всего для юного якутянина было искреннее отеческое отношение ректора. На первом курсе Сергей Михайлович, встретив его на улице, дал 700 рублей и велел купить костюм. Это был первый костюм, которым Ваня очень гордился. Гордился тем, какие были замечательные, добрые, сердечные преподаватели. Он был счастлив, что его учителями были такие высокообразованные и благородные люди. Разве можно было их подвести? Их пример добросовестного труженика и специалиста, и прежде всего человека с большой буквы, навсегда сохранил в своем сердце молодой студент из далекой Якутии. Получив направление, собирался выпускник Ваня Жараев в долгожданную дорогу домой, к родным и близким. После окончания Ленинградского института киноинженеров приехал молодой специалист Иван Жараев. Его назначили преподавателем школы киномеханика. Он там долго не работал, его выдвинули главным инженером отдела кинофикации Министерства культуры Республики. Я его знаю с тех пор. Мы работаем вместе. Иван Спиридонович с первых дней работы основное внимание уделял на улучшение, укрепление материальной базы кино. За счет суда Госбанка он строил 25 широкоэкранных кинотеатров, в том числе 8 кинотеатров в каменном варианте. В Дальнем Востоке впервые устроил кинокомбинат в городе Якутске. Это большой объект, аналогов Дальнего Востока такого не было. В те времена республика работала с 1200 киноустановок. Эта киноустановка полностью кинокомбинат обеспечил киноаппаратурой, установкой, наладкой киноаппаратур в кинотеатрах республики, домах культуры, сельских клубах, даже учебных заведениях республики. Иван Спиридонович большое внимание уделял на подготовке кадров кино. На базе школы кинемехаников было создано профтехучилище номер 7 для подготовки киномехаников широкого профиля. И в это время, конечно, выпустили много, несколько сотен киномехаников республики. Он очень эрудированный, культурный человек, спокойный, с любимым он имеет общий язык, ему любой можно подходить без никаких затруднений. Он себя располагает любого. Он имел и имеет большой авторитет. Человек высочайшей требовательности. И высочайшей ответственности. И вот это вот его мерка требовательности и мера ответственности за порученное дело каждому ответственному руководителю или специалисту, она вот заложила во мне вот эти же черты.
И я об этом нисколечко не жалею. Встретилась с ним как с большим организатором. Это не зря более 35 лет он стоял у руля киноотрасли. И я всегда говорила на всех уровнях, на всех наших мероприятиях, что это капитан нашего кино. И вот на Капитанском мостике это 35 лет, более 35 лет простоять, и, как говорится, пройти все этапы становления, развития киноотрасли в целом в республике, это очень большой процесс, длинная дорога. Но тем не менее, Иван Спиридонович, несмотря на то, что он пришел в молодые годы с молодым специалистом, киноинженером после окончания, он все эти этапы прошел достойно. И с каждым, как говорится, оборотом в киноотрасли, с каждым новым веянием в киноотрасли, становлении и развитии киноотрасли, он находил тоже новые методы работы. И вот это было время очень интересное именно в выработке новых методов работы. Столько много было форм работы выработано. Это были киноаукционы, это были и мультлото, это были всесоюзные премьеры фильмов, это были кинофестивали, это были месячники качества кинопоказа, это были месячники культуры обслуживания, это были звездные рейсы артистов кино, это были кинофестивали наших братских республик. В общем, жизнь текла очень разнообразная. Очень широко развивалась сеть школьных кинотеатров по всей республике, в том числе и в городе. Очень много было разнообразных очень киноклубов, разной тематики, с учетом возрастных особенностей. Я помню, в кинотеатре «Центральный» у нас было более 15 киноклубов. Получив вот такое наследие от Ивана Спиридоновича, от его мудрости, от его таланта руководителя, от его вот высочайшей ответственности, я стараюсь вот его кредо нести достойно. Он, отойдя от Капитанского мостика, он не ушел совсем, потому что он сопереживал. Он сопереживал, как его последователи работают, стоят у руля на этом Капитанском мостике. Он сопереживал за своими ветеранами, за своих ветеранов сопереживал. И чтобы как-то это все не бросить на плаву, он стал одним из зачинателей вот республиканской организации ветеранов кино. Он был одним из первых зачинателей. Он болел этим, чтобы вот как-то социально защитить, как-то вот морально поддержать своих ветеранов. И вот на этом пути, мне кажется, вот ему нужно отдать должное и низкий поклон, что на сегодня все-таки в республике знают, что есть такая республиканская организация ветеранов кино. И после этого у нас появился городской клуб ветеранов кино. Многие ветераны благодарны, что они имеют возможность друг с другом встречаться. Пусть не часто, но хотя бы по своим профессиональным праздникам, по календарным праздникам. И на сегодня он стоит тоже музей. Он болел, у него была тоже очень такая вот добрая болезнь, как создать свой музей кино. И он и эту задачу выполнил. На сегодня функционирует этот музей. Очень много материалов собрано. Вот благодаря энтузиазму этого человека, благодаря вот доброй ауре этого человека, ну и благодаря, я все-таки считаю, что все-таки благодаря его мудрости и порядочности. Это надо быть до мозга костей таким порядочным, чтобы до конца жизни, многие годы вот нести вот этот вот крест своей обязательности перед своей структурой. Потому что этот человек прожил красивую, достойную жизнь. И он достоин на сегодня очень хороших, приятных слов, потому что у него очень много учеников, очень много последователей, в которых он вложил, наверное, частицу себя. Вообще Иван Спиридонович, конечно, человек очень такой общительный, человек исключительно такой простой, слишком простой. Но всегда бывает, как говорят, великое всегда бывает простым. Иван, он человек исключительно вот такой очень внутренней и внешней культуры. Он рано приобщился к общественной работе, еще будучи школьником, я думаю, наверное, в институте тоже так же. Но здесь он был членом бюро областного комитета комсомола. Вот.
от творческой интеллигенции, но он творческий интеллигент. Так, и вот очень долгое время он был членом президиума от обкома профсоюза, впоследствии Рискома профсоюза работников культуры, ну, как начальник управления, как представляющий интересы работников кино, кинематографии. Я с большим уважением отношусь к нему, к его семье, к его детям. Со своей будущей супругой, Сивцевой Татьяной Андреевной, Иван Спиридонович познакомился в Министерстве культуры. Он страшно им сразу понравился. Особенно матери он понравился. И потом она все время, всю жизнь сокрушалась. Говорит, он, наверное, с тобой долго жить не будет, потому что такой видный, для Якута, очень видный парень, да еще это у него должность оказывается. А то у меня маленькая, худенькая, черненькая, неприметная. Это мы поженились в 1962 году, и уже нынче будет уже 43 года, как живем вместе. Работа у нас, видимо, все хозяйство ложилось на плечи матери, моей матери, да. И вот, и она сама страшная труженица, говорит, работайте, 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 работайте. И вот он инженер по кино и ездит по всей республике, а я инспектор по библиотекам, езжу по республике. Иной раз получалось так, что мы встречались в дверях, ты уже приехал, а ты куда? А я уехала куда-то в командировку. И вот так получалось, что у нас, видимо, даже вот характер нашей работы, все это положило какой-то очень хороший, ну, содержание наших отношений. У нас времени не было на какие-то бытовые темы спорить. В общем, все какие-то новости масштаба республики всегда решались. 9 мая 1963 года родился старший сын Валера. Спустя 4 года, 9 апреля 1967 родился младший Ваня. Старший сын пошел по стопам отца. Окончил тот же механический факультет Ленинградского института киноинженеров. Младший окончил Омский автодорожный техникум. Иван Спиридонович считает, в отношении семьи все сложилось благополучно. Когда приезжают к нам те или иные гости, секретари Центрального комитета КПРФ, депутаты Государственной Думы, проводились массовые встречи. Значит, и в Русском театре, в кинотеатре Центральный, всегда Иван Спиридонович вместе со своей Татьяной Андреевной всегда рядом с нами. И вот они смотрелись такой счастливой парой и смотрятся такой счастливой парой, действительно такой счастливой, что иногда завидующим, как это можно с годами пронести вот эту любовь и уважение друг к другу. И, на мой взгляд, многим нашим молодым поколениям следует поучиться, как жить, достойно представлять себя, достойно уважая члена семьи, супруга или супругу, можно так идти по жизни. И я никогда не слышал от него грубого слова, какого-то повышенного тона. И этим самым он показывал, что все-таки те коммунисты, которые остались в рядах КПРФ и которые сейчас приходят, это действительно достойные люди, это действительно золотой фонд партии. И вот когда дотошные журналисты спрашивают, иногда припирая к стенке того или иного партийного работника, где золото партии, куда спрятали, мы говорим, вот оно золото. Это такие люди, как Иван Спиридонович, как те наши старейшие коммунисты, которые, дай Бог им здоровья, чтобы они продолжали быть рядом с нами. У нас при принятии закона Республики Саха-Якутия о кинематографии были и свои инициаторы этого закона, и люди, которые вложили немало своего интеллектуального труда в создание, для того, чтобы этот закон увидел свет и, в общем-то, работал на пользу киноискусства. Имя Жираева Ивана Спиридоновича значит для работников кино и культуры республики очень и очень много. Его уважают и ценят во всех уголках Якутии и Российской Федерации. Для коллег он самый любимый наставник с удивительным чувством юмора, душа коллектива Государственного национального хранилища кинодокументов,
источник информации и новых идей, главный советчик и настоящий друг. Всегда подтянутый, внешне неторопливый, рассудительный и деликатный, Иван Спиридонович действительно образец верности и преданности одному делу, одной партии, своему народу и республике.